Чаще всего жертвами террористов и живым орудием в их руках становятся именно молодые ребята. Вербовка через интернет – главная тема беседы. Старейшины, богословы и представители местных властей на реальных примерах рассказывают школьникам, что призывы террористов далеки от реальности и противоречат нормам ислама. Самый верный для юношей джихад – это в первую очередь джихад с самим собой. Ребят призвали остерегаться вредных привычек и рассказали о пагубности психотропных веществ. غازون أكبر در مالادن سگو شیدیغ ثانی درده شیدیغ سعد مالا در حرم دیج همون شیدیغ لردر هنیان چول در حرم در شیدیغ لردر دال یاخر در وای قمان تحسك یاخر تحزعمسك یاخر دوالر تحزعمسك هل خلر قش قماش دیقی بعاسقا نیسو ازل کزی نخدو اله بوند تاق وای قمان ایش حماج دات تق وای قمان دیزا حماج داتش. Еще одна причина разногласий среди молодежи – это незнание Корана и недостоверные переводы сур и аятов из священной книги, отмечают богословы. По всем религиозным вопросам ребят призывают советоваться с имамами и учеными и ни в коем случае не распространять записи сомнительного содержания. وهو حق تكسيري وهو يا خلقه حن أمانة تدال حب الوتر الإيمان يعني حي مخ الوربر حي مخ بيزر حميخ حواخش خلر بس إيمان داق ده. А что касается нежелания многих ребят в силу своего максимализма соблюдать действующее законодательство, здесь подчеркивают, соблюдать нормы ислама обязан каждый, а большинство из них отражены в Уголовном кодексе. Ответственность какого возраста наступает? По исламу с 14 лет, по Уголовному кодексу с 14 лет. Элементарно грубить, оскорблять, унижать, брать чужое. Приветствуется ли это исламу? Нет. Также это не допускается действующим законодательством. Если мы будем придерживаться норм ислама, основы ислама, поверьте, нам знание законодательства практически не потребуется. Потому что основа ислама нас отводит от той разделительной черты очень далеко. Отводит очень далеко. Как обезопасить себя и своих родных, как не стать жертвой вербовщиков и что заставляет молодежь уезжать в Сирию? У школьников свое видение ситуации. Молодые люди уверены, подобные профилактические беседы, безусловно, помогут им трезво относиться к экстремистским публикациям. Общество, которое окружает меня, допустим, одноклассники, друзья, у нас не возникает никаких споров, связанных с этим, так как у нас единое мнение, то, что терроризму нет. Это мы согласны с этим. Учиться на чужих ошибках, получать достоверные знания о религии, заниматься спортом и твердо стоять на ногах. Собравшиеся пришли к выводу, что только так можно получить здоровое общество, свободное от влияния экстремизма. Передай Миржоева, Майрбек Миржоев, Новости 24.